Здравствуйте! Мы сегодня с вами продолжаем нашу работу с моделями прошлого урока. Это у нас стакан, и мы замоделили чайную ложку. Итак, у нас есть два объекта на сцене, и есть задний фон. Кстати, тоже мы его моделили на прошлом уроке. Говорили, что это такая специальная циклорама для лучшего рендера. Так. Также мы сюда сейчас с вами добавим, замоделим еще один объект. Сколько вы помните, мы моделим шрифта, добавляем сюда mesh, и мы можем из любого меша начать делать объект. Сейчас я предлагаю с вами сделать такой объект, как маленькое зеркальце. С помощью куба мы его сделаем. Scale по Z. Нет, он будет у нас стоять, поэтому давайте сделаем scale по Y. И поставим его сюда. Scale по Y еще раз. Вот маленькое зеркальце стоит, можно его немножко подвинуть. И здесь мы немножко придадим ей форму, как рамочка, да, мы его сделаем extrude scale. Экструд вовнутрь. У нас получилось вот такое вот зеркальце небольшое, правда, чтобы для большей убедительности мы сюда еще добавим еще один куб, из которого уже сделаем как бы заднюю подставку, ножку, да, на которой обычно ставят объект. Давайте мы еще вспомним, косая черта на нампаде отправляет нас в локальный режим, где мы можем видеть только объект, с которым мы работаем. Это удобно, если у вас на сцене есть другие объекты, чтобы они не мешали нам работать с этой моделью. Единственное, что мне здесь не нравится, так, что мы ее успели повернуть. Вот, да, то есть надо учитывать, что если вы продолжаете работать с моделью, мы должны с вами его не поворачивать, стараться. Будет сложно работать. Хоть мы, примерно так, что у нас криво. Это будет уже сложно выпрямлять, потому что мы уже поработали. Ну ладно. Хотя бы так примерно сделаем ножку. Ничего страшного, она не столь важна. Давайте возвращаемся и смотрим. У нас есть три объекта. И давайте мы с вами еще займемся их материалами. А вообще сюда добавим шрифта, новый объект. Просто UV-сфера. Сделаем его смус. Все. У нас 4 объекта на сцене. Теперь мы должны поставить камеру в правильном направлении. Давайте сделаем... Вот она стоит. Сейчас посмотрим через нолик, куда она смотрит. Она смотрит не так, как нам надо. Поэтому мы вызываем меню N. И помните, во вкладке Tool ставим, нет, View, ставим Lock Camera to View. Галочку, и мы можем уже поворачивать камеру так, как нам это нужно. Ну, допустим, вот так. Все. Главное закрепить это. Смотрим через камеру и работаем уже с рендером. Как это все выглядит в рендере? Давайте откроем режим рендера. Это у нас режим материалов. А это режим рендера. Мы видим здесь, чем отличается. Мы видим здесь тени, да? То есть вот так он будет. Наша сцена выглядит. Мы можем здесь регулировать наш свет. Очень большие у нас тени идут. Мы их лампочку поднимаем. Обычно, конечно, когда делается рендер, вообще в целом фотографии тоже используется несколько источников света, не один. Поэтому я сделала копию Shift-D источника света и поставила его, чтобы чуть-чуть тени сделать более мягкими.
Вот. Ну и начинаем работать с материалами. Первое, что мы делаем, давайте мы обозначим каждый объект своим материалом. Например, стакан мы сделаем объект New вот во вкладке материалов и сделаем его немножко голубоватого цвета. У нас есть ложка, ну, кстати, немножко вылетает в воздухе, лучше подправить. И здесь будет еще зеркало. Зеркало мы обозначаем, давайте здесь, она как бы будет состоять из двух материалов, это дерево, пишем дерево. Дерево, здесь стекло, пишем стекло, здесь пишем вот третий объект, материал переименовываем здесь, нажимаем сюда и меняем название, это будет у нас уже металл. То есть это 3 различных объекта с 3 различными видами материалов. Итак, дерево у нас будет коричневого цвета. То есть рамка коричневая, зеркальная мы чуть попозже сделаем. Теперь сделаем рамочку. Все, мы покрасили. Здесь мы сделаем его немножко серым. Все, у нас есть 3 разных материала, но они пока по свойствам друг от друга ничем не отличаются, они, получается, отличаются лишь цветами. Что же делать, чтобы у нас было похоже металл на металл, стекло, зеркало и так далее? Поэтому мы заходим, прокручиваем вниз и находим здесь, видим разные настройки. Мы видим разные настройки, и самое простое, что мы можем сделать, мы видим с вами металлик. Давайте попробуем его поднять наверх, и мы видим, что металлический предмет, он обретает некий глянцевый оттенок. Также мы цвет попробуем здесь обратно сделать белым. Хотя объект у нас белого цвета, он становится серым за счет именно металлического свойства имитации металла. Кроме того, металл мы можем чуть уменьшить, не слишком. Кроме того, мы здесь можем видеть такое свойство, как roughness. Roughness, да, пишется, но roughness читается. Это у нас как бы матовость и глянцевость нашего объекта. Меняя этот параметр, мы можем видеть, насколько сильно бликует на солнце наш объект. Ну, металл же он достаточно гладкий, мы можем roughness чуть увеличить. Все, хорошо. Следующее у нас стакан. Тут мы применяем transmission. Так, немножко мне подвисает. Так. Так, мы работаем дальше с нашими материалами. И вот у нас вот этот стакан. Мы делаем обязательно transmission побольше, да. И так как он должен быть прозрачным, мы добавляем еще здесь в settings вкладочка blend mode. Мы делаем alpha blend. Да, он приобретает некую прозрачность. Мы через него можем что-то видеть. Это у нас был второй материал. Следующее это у нас зеркало. Зеркало, что здесь необычного, это у нас оно имеет 2 материала. Один объект будет иметь 2 материала. То есть оно как бы и деревянное должно быть. В данном случае это просто коричневый цвет. И второй материал. Для этого мы включаем плюсик, как бы второй слот открываем. Добавляем сюда new и переименовываем это как зеркало. Зеркало. И оно белого цвета, но у нас объект так и остался белым, коричневым. Чтобы он был
каком-то месте. Вот именно здесь он должен быть зеркальным. Мы берем материал зеркала и делаем кнопочку Assign в Edit моде. И все, мы видим, что у нас объект будет вот в этом месте иметь вот такой материал. То есть вот его материал мы здесь можем менять, и что нам нужно, чтобы он стал зеркальным. Мы поднимаем Roughness, добавляем металлик. И видим, что у нас объект имеет небольшую зеркальную поверхность. Итак, мы с вами делаем настроечку, и вот у нас получается есть материал зеркала, где мы добавляем с вами металлик и выбираем Roughness. И здесь предпросмотре, кстати, я здесь открыла предпросмотр, превью. Видно, что поверхность на самом деле она зеркальная, она отражает мир вокруг, а у нас как бы этого нету. У нас просто получается серая поверхность, поэтому мы заходим в настройки рендера. Здесь мы видим настройки Screen Space Reflection, то есть мы ставим рефлекцию, то есть отражение, и вот она уже как бы отражает ту поверхность, объект, который находится рядом. Поставим зеркало тогда таким образом, чтобы было понятно, что это зеркало, и здесь шарик наш. Насчет шарика, она посюда не отражается, мы можем также его материал тоже ему сделать белый и посмотреть вот roughness, как мы говорили, это матовость. То есть чем она меньше, тем она более глянцевая, и матовая, если единица и более 5, она более матовая. Мы добавляем ей такой глянец, как бы имитируя поверхность отражающих глянцевых материалов, таких как фарфор и так далее. Мы здесь глина, и вот, посуды. Мы здесь добавим материал, назовем глянцевый просто, глянцевый материал. И у нас получилось 4 разных материала, с которыми мы поработали. И мы можем сделать рендер и нажать Render Image, получить выходную картинку. Вот она. Но пока у нас объекты не такие реалистичные, не так, возможно, как бы мы старались, чтобы их отмоделить. И пока мы учимся, мы работаем с простыми объектами. На следующих уроках мы с вами будем это все дело усложнять, еще больше узнавать, какие бывают материалы, как с ними работать.